شام بخیر دوستان عزیز ارجمند برنامه توضیح است و این شام ما اطراف برآمد منتخب تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقه کاف صحبت میکنیم و برای صحبت سرمربی منتخب تا 16 ساله کشور زیندین رحیمov رو دعوت کردیم. خوش آمدید. و دوستان عزیز پیش گفتنی هستیم که زیندین رحیمov اصولا با زبان روسی صحبت میکنن و من فکر میکنم که این برای اون کس راحت است و البته در تاجیکستان ما زبان روسی زبان دوم معاشرت است، راحت باشید، برای همین مشکلی نداریم و من از اون سرکردنی هستم که خب اگر همین برآمد منتخب تا 16 ساله تاجیکستان رو از روی همون جدول 5 فایزه اگر درجه بها بدهیم، شما همین برآمد بچه‌های خود رو بهای چند میدادید؟ Вот именно судя по этой турниру КАФа, да, это уже, как говорится, то, что мы заслужили третье место. Все, больше никак. На 3, естественно, оценка 3. اما بازی از همه مشکل کدام بازی بود؟ همین بازی که آخرانی که все игры для нас, вот именно вот этот турнир КАФа очень был, все игры для нас были тяжелые. Почему? Потому что, как вы знаете, мы только прилетели с Македонии, мы 10-го прилетели, 11 один день мы отдохнули, 12 проигрывая и 13 у нас первая игра с киргизами. Это я могу сказать, что нам тоже повезло, что мы смогли эти 2 гола забить киргизам. Понимаете? Ребята очень были тяжело, в плохой форме были ребята. Мы оттуда даже приехали, 3 травмы у нас было. Это, как говорится, да, вот мы Тоджико Гамеза, бачо баномус бозикадаген. Не по футболу играли, а руномус играли. Понимаете? И все, вы даже это могли заметить, как у нас ребята в тяжелой форме были. Это у вас получается с корабля на бал, да? Да, с корабля на бал. Понимаете почему? Потому что, вот смотрите, нас охарактеризовали даже в Македонии. Это было приятно болельщикам, то что, ну там просто, да, другие правила было. Это серия пенальти. Понимаете? А если так взяли, мы там взяли первое место. Да. По очкам, по забитым мы взяли первое место. И если вы играете, транслировались, прямо трансляция была, как я слышал, прямая трансляция была, посмотрите, у нас игра с Македонией, мы проиграли 2-0. Игру довели до 3-2, мы вели в счете. Пропустили, по пенале проиграли. Также Центральная Америка с Гондурас. Это, вы знаете, это то, что вот команда Иран возьмет. Гондурас еще 1,5 мощнее были ребята. Вы понимаете, мы там тоже выложились. Мы обыграли Гондурас 3-1. И то же самое, и последняя игра с Косово все решала. Там тоже мы сыграли ничью, но также по пенальти. Ну, считая по забитым, мы взяли первое место. Понимаете, вот там ребята тоже выложились, до максимума выложились. Почему? Потому что мы представляли Среднюю Азию, мы представляли Таджикистан, мы представляли свое государство, понимаете, чтобы не упасть лицом в грязь, понимаете, мы отыграли полностью. И как вы сказали, с корабля на бал мы приехали сюда, и тут КАФа. Для нас каждая игра была тяжелая. حساب کتاب نشده بود که فرض کنیم وقتی که شما در مقدونیه شمالی میروید در اونجا در این مسابقه شرکت می‌ورزید و آماده یک بار در مسابقه کاف شرکت میکنید، آیا این نقشه‌بندی نشده بود؟ چگونه بود؟ Ну, сперва было число 23, так как я слышал, мне сказали, будет 23 мая. Кафа. Да, КАФа. Поэтому я согласился в Македонию, понимаете? А потом, когда мы уже согласились, уже все было взято, сказали, будет 13-го. Как говорится, уже назад хода нет, понимаете? И вот ва-банк пошли. از آسیای میانه تنها تاجیکستان دعوت شده بود، نه؟ یک نوع گفتن ممکن بود که در اونجا چمپیونات جهان هم بود قریب. یک همه شرکت نکرده. Да, согласен. Почему? Потому что, можно сказать, вот только единственный континент, это Африки не было. А это тоже, можно сказать, тоже чемпионат мира почти. Вот то, что мы Средняя Азия, Европа и... Да, Европа, и вот мы, вот Азия. И Центральная Америка, Гондурас. Понимаете, то же самое, просто Африки не было. Поэтому, да, считался почти, да, как чемпион мира почти, это самое. Вот чем отличается их футбол от нашего? Вот понимаете, да, хороший вопрос, спасибо, я ждал этот вопрос. Почему, чем отличается? Даже я по приезду в Македонию, я ребятам сказал, то, что до Македонии мы были в Беларуси, тоже почти европейский футбол, понимаете. У него стиль совсем другой. Стиль совсем другой. И вот приезжая сюда... Это балканский футбол? Не балканский, ну балканский у них совсем другой, понимаете. Ну, почти тоже вот как и Европа. Тоже Европа, там все перехватывается, все перестраивается, все это очень тяжело, понимаете. Никак. У нас, вот, например, мы азиаты, у нас плюс еще техника, понимаете. Там у них тоже есть техника, но она совсем другая. У нас есть вот как типа вот, такой легкий пример, такой вот Месси, Марадона, может обыграть, может пас не дать. Понимаете? Вот у нас вот такой футбол. Там нет, там все по нотам. Все по нотам, все разложено. Все идет по линиям, все строго по диагонали, все точно. То есть там механизм, да? Да, механизм, абсолютно механизм, понимаете? И приезжая сюда, я сразу сказал, ребята, смотрите, что Европа и что Азия. Азия совсем другая игра.
Совсем другая. Понимаете, то, что и показал этот результат, перестроение, вот это очень тяжело, понимаете. Другая, это хорошая или плохая? Нет, это хорошо, с одной стороны, хорошо. Почему сделан отборочные игры, потом идет к чемпионату мира, идет вот это. Ты все изучаешь. Поэтому надо все знать, все изучать, чтобы играть вот в футбол, например, понимаете? ба ҳар сурат беъсари атрофи баромади мунтахаб дар кафаи дар Тоҷикистон баргузор шуда баргардем. Хуб, мана мусаллам буд ки чунонче аз баъде ки шумо аз Македония баргаштед, барои шумо мушкил аст. Оё шумо ҳарифони худам медонистед ва бачаҳоро чӣ гуна рӯҳбаланд мекардед дар ҳамин ҳолати физикӣ ки барои онҳо хеле мушкил буд аз Македония омадану بعد از یک روز با майдан баромадан. Понимаете, я же говорю, вот, знаете, вот вы, например, да, например, вот своих детей, какими вы хотите видеть, вот, например, своих детей? Например, да, вот я вот просто такой вопрос, вот то же самое, да, вот то, что в футболе, именно я вот хочу сделать философию игры, такую, как я хочу, например, вот как наш штаб ездил, вот тоже, как мы хотим их видеть. Понимаете, эти детей мы только обучаем. Вы знаете, что до этого у нас была другая команда, то, что мы играли на чемпионате мира. Почти 3,5 года мы с ними работали. Это мы их обучаем ходьбы. Вот как ребенка начинаешь учить ходьбы, понимаете? Я понимаю, некоторые болельщики вот хотят сразу первое место, хотят вот, но это нелегко. Обучить игрока, понимаете, у нас, во-первых, школы слабо работают. Например, если возьмем школу Аякса, ну, это я далеко пошел, например, даже далеко не пойдем. Вот школу Узбекистана возьмите, академии разные, вот это все есть. Но у нас тяжело, у нас по школе работать. Чтобы найти игрока, это очень тяжело. И приходится, мы их опять обучаем. Мы не даем направления, мы их опять обучаем всему. Это идет время. Они не готовы, Они да? почти не готовы. Почти не готовы, понимаете? Вот с ними надо работать, опять то же самое. Это можно сказать, что полупродукты. Ну да, естественно. Это полупродукт. Это, если бы мы получали таких игроков, которые уже полноценно готовы, мы бы их уже другому, мы обучали их тактике, технике, например. А мы обучаем их только дай качественный пас, дай, вот, понимаете, это тяжело. Поэтому болельщики не понимают, да, например, там какого-то игрока мы вызываем в сборную, мы его проверяем. А если мы его пригласили и не взяли, все, они уже обижены. Почему ты не взяли моего сына, там не взяли, почему? Ну не прошел ваш сын, извините, не прошел. Такие, как я вам даже могу пример привести, что когда здесь работал Сузуки, японский тренер, он минуту давал, на минуту он просматривал в Нуреке, когда принимали, в Нуреке, он минуту давал игрокам, именно наших таджикских футболистов. Он не оценивал. А эти игроки сейчас, извините, играют в высших командах, в высших лигах играют, они перспективные игроки. Понимаете? Вот чем отличается. И вот поэтому, когда мы их учим этому первому шагу, я понимаю болельщиков, они хотят сразу больше и больше, но это нелегко. Чтобы обучить игрока, чтобы зайти, чтобы он исполнил именно наше, то, что мы хотим. Это нелегко, поэтому... شما درباره فلسفه گفتید. خب منم فلسفه فوتبالی شما چگونه است؟ خب بچه‌ها اونو چگونه قبول میکنن وقتی که از دسته‌های دیگر میان؟ ببینید که بچه‌های تا 16 ساله هستن. مسلم است که از لحاظ فهمیش هم هنوز شاید در سطح بالا قرار ندارن، اما به هر صورت فلسفه فوتبال به ویژه فلسفه شما آیا مرکب نیست برای آنها، یا اینکه شما اونو ملح کرده با بچه‌ها میفهمونید؟ Ну, естественно, понимаете, вот я вот то, что вот, ну, благодаря вот федерация футбола проводит детский, да, турнир, например, да, мы вот тренера ходим, там смотрим, там выбираем, но это одно, выбираешь одно, это, как говорится, мы всегда хотим взять лучшего, но у каждого тренера, как говорится, своя методика, а чтобы его принять в сборную, ты начинаешь сначала с ним работать. Понимаете, и вот, например, мы берем, стараемся брать с одной школы, например, не одного, но 3-4, почему, чтобы была взаимосвязь между ними. Почему? Потому что если ты возьмешь одного, тот без этого не может уже. И мы стараемся. А какие качества учитываются? Ну, в основном у меня первое, что у меня нет качества мышления, чтобы они думали. Если игрок не будет думать, это уже минус. Понимаете? Надо заставить игрока думать. Потом там идет уже, например, фаза технические данные идет, техника. Там ты смотришь на технику, как он обрабатывает мяч, как он дриблинг, как он занимается, как он, например, аут бросает. Ну, все входит в технику. Полю как видишь. Да, как поле. Вот все вот это включается. Потом только начинаешь обучать тактики. Ну, а тактики, извините, уже это, знаете, это уже другой вопрос вообще. Тактики у нас очень тяжело. Именно очень тяжело. И плюс это основное, это у нас физика. Физика, а физика, вы знаете, заключается в питании. У нас дети, понимаете, в школах. Ну, раньше, понимаете, вот как было, я вот помню, я во время Союза приезжал, были талон давали, каждый, ходили ребята, питали, что-то было вот такое. Сейчас нету этого. Я поэтому хочу вот сейчас, чтобы вот это все возобновили опять. Чтобы, ну, хотя вот достойные команды в школах, например, которые... Вот, а кто должен все это возобновить? Ну, это от школ зависит, от бюджета. От школ зависит. Каждая команда, например, вот она вот сбор, например, я сам работаю в республиканской школе высшего спортивного мастерства. Например,
тоже сейчас мы тоже разрабатываем эту идею, чтобы ребятам талоны давать. Именно те сборы, например, Ю-14, Ю-15, Ю-16, чтобы талоны давать. Это на уровне идеи? Это пока идея, это пока возрастается. Но это все от бюджета, я же говорю, зависит. Поэтому... بازی که ما با قرقیزستان بازی کردیم فکر میکنم از همه بازی آسان‌تری که برای ما دست داد همین بود. Нет, это нелегко, не было с киргизом. Нам просто, как сказать, мы чуть-чуть со штабом посоветовались, некоторых игроков, как говорится, ну, своя тактика, чтобы где усилить, где снизить. Поэтому мы, как можно сказать, наша тактика вот так сработала, мы 3 игроков посадили, а потом там их вывели. Как вы заметили, что Бакоев, Амир, номер 13 и Масур, они чуть усилили, посмотрите, тоже пенальти пошел, первый пенальти сделал, организовали. И второй же гол тоже со стандарта мы забили. Это нам просто повезло, понимаете? Масрур Гафуров در مکدونیای شمالی خیلی خوب بازی کرد، اما در اینجا معلوم بود که همون حدی که در مکدونیا داشت اون حد نیست. مونده شده بود چی؟ Ну, я же говорю, устали. Не только Масрур, там много ребят устало, много. Большая нагрузка была для ребят, слишком большая нагрузка. Потому что тоже опять перелет, прилетели с киргизом. Хорошо, что, ну как сказать, да, вот сейчас правильно сказать, я не хочу соперника недооценивать. Ну, на нашем уровне был наш уровень, вот с киргизом, то, что мы сыграли, это хорошо, что обыграли. Я уже сам посмотрел, что уже ребята не те, а тут уже Афганистан, тут уже Узбекистан, тут уже Иран, понимаете, очень было тяжело. А с Афганистаном? Ну, тоже тяжело, понимаете. Афганистан, понимаете, это команда, то, что когда на пресс-конференции сказали, что мы 8 месяцев тренировались, мы их там подобрали оттуда. Нет, это тоже одна тактика тренеров. Видно, что ребята готовились где-то готовились, как потом зарубежье, но не рекламируют, да, себя. من برای چی درباره بازی با قرقیزستان و افغانستان پرسیدم؟ به هر صورت بازی که منتخب‌های ازبکستان و ایران نشان دادن معلوم بود که اقلا نیم سر و گردن از بازی ما بالاتر بود. مسلم است که علت باخت ها این علت مونده شوی بچه ها بود، البته همون با اصطلاح یک گرافیک خیلی شدید بود برای شما، اما به هر صورت من دو دسته رو سراول پرسیدم و اکنون میخواستم درباره دسته های بازی ازبکستان و ایران بپرسم. البته بازی ایران خیلی برای ما بازی بد بود، اما به هر صورت. Да, вот понимаете, вот да, вот видно, что Узбекистан, у них тоже, я как слышал, у них 4 академии, понимаете, у них тоже выбор очень большой, большой выбор, ребята. Видно, что ребята грамотно, хорошо подготовлены. Ну, мы не один раз с ними уже играем. Мы, если вы помните, в том году до Кафы мы с ними 2 раза товарищеский матч сыграли, и 1 раз на Кафе. На Кафе мы их обыграли 1-0 узбеков. Ну, ребята тоже готовы. Сейчас видели, что у них большая перестановка тоже пошла. Некоторые ребята тоже там подготовлены, хорошие. И в тактике тоже грамотно играют. Узбеки, смотря игру с Ираном, как они сыграли, проигрывая 2-1, сравняли счет, сделали 2-2. Ну, было видно, что две команды, вот Иран и Узбекистан, тоже хорошо подошли к этому турниру. А در بازی ایران چی شد اینقدر گل؟ Ну, с Ираном у нас уже вообще, понимаете, у нас, во-первых, 4 травмы было. Если вы заметите, что Бахлузуда какую травму, очень сильную обштангу там ударился, у него сейчас лангет на ноге стоит. В основном все зависело от него, понимаете, вот как он сломался. Я как вот сказал вначале, что ребята играли, Арунумус играли, понимаете, уже видно было, что ребята, знаете, я когда кричал им уже, например, выкрикивал, что там закрой, эту зону закрой, они уже все были глухие. Уже вот до конца они ждали, когда свисток уже будет, понимаете. Ну, выложить на максимум. Уже ничего не смогли. Уже были неуправляемыми, понимаете. Вообще неуправляемые ребята. میخواستم در برای خط دروازه هم پرسانی کنیم. به هر صورت اینقدر گل های زیاد هم سر دادن. البته باز هم سری همون نقص علت های پیشتر گفتن ممکن است، اما به هر صورت در برای دروازه‌بان ها میخواستم بگویید، چون که 7 گل سر دادن. Да, ну, знаете, тут не только вот вратарь, например, сейчас этот турнир прошел как подготовительный, понимаете, мы должны каждый игроков проверять, кто как играет. И вот в каждой игре я по два игрока запускал, чтобы проверить, как их состояние, в каком состоянии находится. Да, и у нас было 3 вратаря, понимаете, 3 вратаря, так как Зафар он с нами не был в Македонии, у нас был Нусрат и Мухаммад. Мы их 2 проверили, поэтому игра с Ираном, первую игру мы, перед тем мы поставили Мухаммада, 2-0 уже. Он тоже подошел, Малим уже, ну, на пределе тоже был. Это тоже, уже сытый тоже был. Санатло тоже сытый был. Ну, остался Зафар, давай Зафар, помогай, выручай команду. Ну, поставили еще как, что сказать, видимо,
тоже потерялся, или на мадраже был, или как. Ну, так пошло вот так сразу. И как сказать, усулан ҳамин дарвозабонҳоро кай иваз мекунанд. Манзури ман ин бозӣ нест, усулан дар ҳамин бозиҳо аз рӯи таҷрибае ки дорем мусаллам аст ки бештари мураббиён барои нашикастани рӯҳи дарвозабон онҳоро масалан баъд аз ҳамон голҳои зиёд ба виҷа голҳои сеюму масалан чорум иваз мекунанд. ҳатто хеле дарвозабонҳои номиро ҳам. Да. Вот смотрите, мы здесь регламент какой был? 6 замен. Мы уже провели 6 замен, провели. Почему? Потому что каждый игрок сидит и моли меня замени. Понимаете, уже они не вытягивают. Я сразу заменил вот, игроков 6 замен я сделал, вот плюс вратарь. Если у меня была бы еще одна замена, я бы вратарь поменял бы тоже. Я поставил бы хотя бы Санатло, уже не было. Менять некем было. Я сразу 6 замен сразу сделал. Понимаете, ребята уставшие были, потом поменял, вот поэтому вот, ну, видите, это неудача еще. Иран, он вообще, можно сказать, он по всем правилам, как сказать, по-тактически, или так поставил игру, играя с Узбекистаном, играя с Афганистаном, у него игра вообще другая была. С нами у него вообще абсолютно, вот заметили? Аз ҳисоби қадду баст ҳам хеле баланду боло будан баъзан. Да, слишком мощные ребята были, слишком мощные, понимаете. Уже наши не выдерживали. Если вы видите, заметили, посмотрите, обратите внимание на первый гол. Он спокойно убирает 3-4 игроков и бьет. Ну, я ничего не могу сказать. Как говорится, не помню, не вор, я не могу сказать, что он переросток, он или какой. Ну, мощный. Или вот посмотрите, 5-й гол, как он забивает. Он падает, крутится, 3 раза крутится, встает и пробивает. Забивает гол. По физически данным взять это невозможно. Это не наше это дело. бале ба ҳар сурат мана ҳамин интихоби мана ҳамин бачаҳои масалан то 16 сола то 17 сола умуман усулан гап дар сари сини сол меравад. аз ҷониби раёсати болоии каф аз рӯи кадом дараҷаҳо интихоб карда мешавад? оё санҷида мешаванд масалан ҳамин бозингарон танҳо ҳуҷҷат пешниҳод карда мешавад? манзури ман ин ки мабодо гоҳ-вақт ба чашм мехӯрад дар ҳамин кафаҳои пешинам буданд ки бозингарони бархе аз мунтахабҳо ба чашм мехӯрд ки онҳо албатта калонсол ҳастанд. Ну вот я не знаю, как это проверяется, не проверяется. Ну, видимо, каждый приходит ради рейтинга, ради результата, приходит, чтобы обыграть, поэтому уже ставят таких. Здесь не проверяется, ребята, каких годов. Но это все зависит от самого государства, например. Мы тоже могли бы поставить сейчас 20-летних ребят, например, но это не в наших интересах. Почему? Потому что это же подготовительный период. Да. Уже осталось там 3-4 месяца создать отборочный чемпионат Азии. Мне кажется, каждый тренер не будет рисковать. Но если Иран, если этот год, то команда мощная, можно сказать, понимаете. И я еще вот хочу от себя вот сказать, да, вот то, что были реплики со стороны узбекских этих тренеров, что они были обижены, что, мол, мы хорошо отдали игру. Ну как в своем родном городе ты можешь отдать игру? Как это? Это фарт. Почему? Потому что в том году у меня вот задача, знаете, вот я уже не нарочно там 2-0, 3-0. Да, вот я 3 раза уже играю на кафе, понимаете? Я тоже хочу взять этот турнир. Это стимул для меня тоже. Я цель для себя ставлю. Потому что, если вы знаете, вот, начиная с первого мы тоже с Ираном, мы ввели у Ирана 1-0, на последнем Ирана 1-1. Мы проиграем, мы берем второе место. В том году мы опять также играем с Ираном 1-1 счет, и в конце решается Киргизстан, и мы с Узбекистаном, понимаете? Вот что можно сказать, киргизы нарочно легли, 9 мячей пропустили. Вот как сказать, они по забитым тоже обошли так же. Ну вот даже если Узбекистан, например, нас в обиде, ну почему ты не забиваешь? Киргизам забей 10 мячей, афганцам забей 10. Что вы на нас ложитесь? Ну у нас так получилось, например, если что, я могу попросить прощения, я хочу извиниться, чтобы вы не думали о нас о таком, что мы никогда на такое не пойдем, чтобы отдать у себя дома таким крупным счетом. Это факт, просто факт отвернуться от нас, понимаете? Это мы поэтому, чтобы и болельщики наши, вот я хочу просить прощения у болельщиков, понимаете, что за такое это впервые в моей истории вот так пропустить. Да, было в Малайзии 6-2, было в Беларуси 5-0, ну вот 7-0 это в первый раз в моей практике, понимаете? И, чтобы не думать, что мы специально это подложились и отдали эту игру. ба ҳар сурат дар миёни мана ҳамин гирудорҳо доварии нуқс дошта камтар ба чашм мерасид. оё ба чашми шумо ҳамчун мутахассис намерасид ки доварӣ дар дараҷаи олӣ нест? Очень много. Я даже подходя к комиссару там, или инспектору, кто там рядом стоит, который резервный судья, с Узбекистаном играя, когда чисто на пол корпуса он стоял не игры на первый гол, а знаете, когда забьет гол, уже команда ломается. Понимаете, я вот сидел 50 раз запись просматривал, на повторном просматривал, чисто вне игры. Понимаете, и еще плюс игра Иран, Афганистан. Не за что наш таджикский арбитр дает красную карточку. Понимаете, это
Очень слабая. Даже сам я не знаю сказать, что судейство на низшем уровне. خب اما به هر صورت برگزاری ان همین گونه مسابقه ها با البته با تاجیکستان آبروی دیگر میبخشند در فضای کافا، البته با بچه های ما روح الهام دیگر میبخشند. خب از نگاه شما همچون متخصص برگزاری این گونه مسابقه ها، منظوری من تنها در تاجیکستان است. خب از نگاه همچون شما همچون یک شهروند چه افتخارمندی دارین از آن که این کافه ها محض در تاجیکستان ما در یک ватани амну амонӣ баргузор мегардад. Ну, я тоже не знаю, да, вот именно почему. Ну, в Таджикистане, ну, с одной стороны, мне нравится, что на Таджикистане проходит этот турнир в Таджикистане. Это плюс подготовительный, как сказал, турнир. И чтобы болельщики наши, ну, видите, в связи вот с погодными условиями, да, вот знаете, у нас слишком жарко. Я хотел бы, чтобы поздно не было, чтобы некоторые болельщики же не могут прийти на стадион. Поздно, понимаете? Чтобы в основном даже футбол для болельщиков. Поэтому я лично рад, что он проходит именно в Таджикистане. для нас нормально. فکر میکنیم همه ما از این خرسند هستیم و استقبال میکنیم. خب به هر صورت اکنون دسته شما رو شرکت در چمپیونات، خب من برگزاری اون چیزی که مسابقه که در مقدونیای شمالی شد، کافا البته تاثیر خود رو میرساند و بازی های شما در روندی. Это обязательно, да. Вчера мы обсуждали с генеральным секретарем нашим Федерации футбола. Он очень много подчеркнул, очень много дал нам понять, очень много, как сказать, ну, я понимаю, да, мы тоже не могли поднять голову перед этим 7-0, понимаете, это очень тяжело. Очень нам много он предъявил и очень много сделал замечаний наш адрес. Да, ну сейчас мы сделали очень большие выводы, больше этих, ну, как говорится, будем опять искать игроков, еще время есть пока, готовиться опять и искать игроков. بسیار خوب و من باوری دارم که اصلا این دسته‌ای که شما راهبری میکنید نه تنها در چمپیونات داخلی بلکه در همون برگزاری مسابقه های بالایی سطح کافا و بالاتر از آن البته تاجیکستان ما رو معرفی میکند. امیدوار هستیم که انمو فلسفه بازی که شما به آنها نشان میدهید این فلسفه اخیراً حاصل خود رو خواهد داد. دوستان عزیز ارجمند، در صحبت ما زینالدین رحیموف سرمربی منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان شرکت داشتند. این برنامه توضیح بود که ما منظور شما گردوندیم. با مهمانی عزیز ارجمند برای شرکتشان یک عالم سپاس میگیم. خوش آمدید و برای شما در همه جاده ها برای کامیابی رو تمنا داریم. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.